Журналистика остается журналистикой, но, само собой, определенное изменение технического уклада, вообще образа жизни, восприятия информации, оно накладывает отпечаток на то, что меняются формы доставки этой информации. И в частности то, что происходит с Сахамедиа, оно происходит, причем наиболее сейчас остро воспринято сообщение об изменении схемы распространения, но об этом речь шла еще и в 2012 году, то есть когда реформа начиналась. И вообще в этой дискуссии, так скажем, удивило такое высказывание, мнение, что складывается впечатление, мол, схема «заплатил, получил газету» — это чуть ли не главный формальный признак газеты и вообще средства массовой информации. Настолько странно, что это даже комментировать не собираюсь. Что еще в дискуссии удивляет, развернувшейся вокруг наших реформ? Основная тональность: нас обсуждают как средства массовой информации подконтрольное государству. То есть, вот давайте разберемся. Скажем, есть частное издание, у него учредители, собственники, частные лица, которые не имеют отношения к государству. Вот если это издание начинает вдруг непонятно почему полностью подчиняться повестке правительства, то, конечно, возникает вопрос. Вот это издание подконтрольное государству, а мы вообще в принципе часть системы государственной. У нас собственник государства, мы государственные средства массовой информации. И подходить надо с этой точки зрения. Соответственно, задачи у нас — это с максимальной доступностью, с максимальным охватом информировать граждан о позиции власти, о взгляде власти на ситуацию, о действиях власти. И вот здесь сама эта стандартная схема, привычная, которая с 20 века укоренилась, то есть платишь деньги, получаешь газету, она становится препятствием. Ну, если становится препятствием, значит, надо решать вопрос. И вот эта модель новая, она полностью соответствует и ранее стоящим задачам перед нами, как перед СМИ государственным. Ну и что еще надо сказать? Она возникла не сейчас, она очень долго обсуждалась, прорабатывалась. А если смотреть общую тенденцию, сложившуюся на рынке печатных изданий, вообще в СМИ, то это даже не упреждающий шаг. Это в лучшем случае мы идем в ногу со временем, а так посмотреть мы, может, даже нагоняем вот эти сложившиеся тенденции.